Глава Якутии Айсен Николаев провел первую встречу с представителями СМИ, как государственных, так и частных. На встрече руководители редакций и журналисты задали новому главе региона все интересующие их вопросы. Это и строительство моста через реку Лена в Якутске, которое стоит в плане на 2023 год, и ситуация с загрязнением якутских рек. Понимаете, мост уже сегодня имеет не только там какое-то значение с точки зрения того, чтобы давайте мы соединим там левый берег с правым берегом реки Лена, обеспечим завоз на город Якутск. На самом деле сегодня на вопрос надо смотреть гораздо шире. Ленский мост, он должен стать не путем проезда в город Якутск, так? Это должен стать мост, который соединит на самом деле через 10 лет где-то так, Иркутск и Магадан. Вот. Потому что сегодня мы должны стеречь о строительстве северного широтного хода автомобильного в нашей стране. Никогда его у нас не было. И, скажем так, Ленский мост в этом случае должен стать связующим звеном федеральных дорог Колыма, Лена и Вилюй. Хочу сказать, что Крымский мост построили за 3 года. Вот. Почему Ленский мост, который построить, на мой взгляд, все-таки никак не сложнее, так, а скорее всего даже более проще его построить. Так, почему его нельзя построить за примерно сопоставимый срок, я не вижу никаких препятствий. Другой вопрос, что, конечно, здесь мы должны в первую очередь решить построить экономическую и финансовую модель, которая всех удовлетворит. Ну и, конечно же, в том же указе правительства надо получить был ряд пунктов, в том числе по комплексной научной экспедиции, которые должны изучить состояние вообще в целом бассейна реки Вилюй. Проведение, я надеюсь, серьезных научных исследований хорошими академическими институтами и нашими республиканскими, и российскими, все-таки нам даст возможность понять, от чего нам надо отталкиваться и какие меры принимать для улучшения экологии именно в бассейне реки Вилюй. Глава региона назвал главную проблему местного парламента. По его мнению, это недостаточная работа на федеральном уровне. На вопрос журналиста о коррупции Айсен Николаев выразился твердо. Отношение нового главы в этом плане очень серьезное. Им уже инициирован ряд проверок среди чиновников по нарушениям, связанных с непредоставлением деклараций. Нарушения есть, и они уже выявлены. Соответствующие проверки будут проведены и в отношении ряда государственных учреждений. Более того, здесь мы не намерены останавливаться только на госчиновниках, так, их и не так много, и на самом деле здесь все-таки порядок более-менее устаканивается. Мы будем очень серьезно заниматься и нашими государственными предприятиями. Начиная от тех, которые были перечислены здесь, так, заканчивая уже другими. Их на самом деле у нас миллион. Их очень много. Вот. Поэтому и госучреждения ряд будут просто закрываться, которые абсолютно неэффективны и созданы были в свое время под чьи-то интересы. Вот. И будем в том числе госпредприятиям тоже смотреть, потому что как вот в черную дыру бросать там миллионы, десятки миллионов рублей тоже никак нельзя. Вопросов было очень много. Нестабильная работа ГРЭС-2, паромные переправы, о взаимодействии с администрацией Якутска, ситуация с авиаперевозчиками, проблема большого количества лиц без определенного места жительства и отсутствие центра по типу медицинского отрезвителя. Вместе с тем я здесь намерен как раз усилить работу социально ориентированных организаций. Потому что, как показывает опыт, создание всяческих государственных учреждений, каких-то там специализированных организации, оно ни к чему хорошему особо не приводит. Так, это эффекта меньше. Гораздо меньше, нежели когда этим начинают заниматься общественные организации, которые под это заточены, и при получении определенной, в том числе и грантовой поддержки со стороны государства, они достигают гораздо больших эффективных результатов. Это не только у нас в Якутии, это в целом в стране, да и в мире это так. Отключения в ближайшее время уйдут уже в прошлое. Почему? Потому что у нас, я надеюсь, что все-таки уже в октябре, в ноябре будет полностью завершена работа по подключению города Якутска к той линии, которая у нас с Ненго сюда пришла до мая, вот, высоковольтной линии. И мы будем получать постоянный переток, где-то в размере порядка 100 мегаватт у нас будет там резервных. Соответственно, при отключении здесь электричества по тем или иным причинам, нам это отключение тут же будет компенсировано уже с подстанции мая в течение нескольких минут.
В Якутии будет разработана народная программа, состоящая из предложений общественности, ученых, бизнес и экспертного сообщества и всех активных граждан. Свои предложения можно направлять на персональный сайт главы Якутии Айсена Николаева, который находится по адресу aysennikolaev.ru.